Как работать с электронным каталогом? Инструкция. При первом посещении электронного каталога, если пользователь зарегистрирован или прошел авторизацию, то необходимо ввести логин и пароль. Это первые 3 буквы своей фамилии и номер читательского билета. Если пользователь не зарегистрирован, то может войти как гость. Электронный каталог состоит из нескольких баз данных или каталогов, каждый из которых имеет свою тематическую специфику. База данных книги содержит библиографические описания всех видов документов, исключая периодические, из фонда библиотеки. База данных периодика содержит сведения об имеющихся в фонде библиотеки периодических изданиях, начиная с 1936 года, а также библиографические описания статей из газет, журналов, сборников из фонда библиотеки. База данных «Электронная библиотека Чувашской Республики» – это полнотекстовая база данных, собственный ресурс библиотеки. Она носит краеведческий характер и содержит электронные копии книг, сборников, продолжающихся изданий, статей из газет и журналов, неопубликованных документов, веб-ресурсов и так далее. Доступ к ней возможен только после авторизации. База данных «Сводная периодика города Чебоксары и города Новочебоксарска» включает фактографическую информацию о наличии газет и журналов в библиотеках города Чебоксары и города Новочебоксарска с 2003 года. База данных «Редкие и ценные» содержит сведения об имеющихся в фондах библиотек, музеях, архивов Чувашской Республики, редких и ценных изданий с 1575 по 1917 года. База данных «Сводный каталог библиотек Республики» представляет поиск нужного документа в каталогах всех муниципальных библиотек Чувашской Республики с указанием библиотеки держателя документа. Для проведения поиска можно выбрать одну, несколько или же все базы данных. Рекомендуется отметить галочками лишь только те, которые необходимы. Тогда результат поиска будет более точным и соответствовать запросу. К примеру, если нужны только книги и брошюры, отмечаем базу данных книги. Если подойдут также и статьи, отмечаем базу данных периодика. Если интересуют только полнотекстовые документы, отмечаем базу данных электронная библиотека и так далее. В электронном каталоге имеется 7 режимов поиска. Для начинающего пользователя подойдет комплексный поиск. Поэтому при входе в электронный каталог автоматически выходит именно этот вид поиска. Он самый простой, удобный и не требует особых знаний и умений. Итак, комплексный поиск. Перед нами 3 поля: автор, заглавие и год. Это основные параметры поиска документа, которые можно не только сочетать, но и изменять при помощи раскрывающегося списка параметров поиска. Это могут быть ключевые слова, персоналия, название журнала или газеты и так далее. Приведем пример поиска документов по ключевому слову. Ключевое слово – это слово или устоявшееся словосочетание, несущее существенную смысловую нагрузку в тексте документа. Это точные сведения о том, что нужно искать. Тематический запрос – современный искусственный интеллект. Основное ключевое слово в данном запросе – искусственный интеллект. Проведем по нему поиск. Сначала отмечаем нужные базы данных, будем искать книги, статьи и полные тексты документов. Поэтому отмечаем базу данных книги, периодика и электронная библиотека. Далее выбираем параметр поиска ключевое слово и вводим в поле словосочетание искусственный интеллект. При вводе запроса прописные и строчные буквы не различаются. Кроме этого, выводится подсказка. Это список предполагаемых вариантов запроса, из которого можно выбрать нужное.
После ввода ключевого слова программа автоматически проводит поиск и выводит на экран список найденных документов в виде эскизов обложек изданий. По нашему запросу найдено 1000 документов, книг и статей, в том числе и с электронными копиями. Это все те издания, в библиографическом описании которых встречается словосочетание «искусственный интеллект», которое выделено красным цветом. Если нужны только новые издания, то в этом случае уточняем запрос и заполняем поле «Год», куда вводим нужное значение, к примеру, 2020. После этого в списке найденных документов остаются только самые актуальные, изданные в 2020 году. Далее можно подробнее посмотреть информацию о найденных документах, а именно библиографическую запись, индексы, аннотацию, место выдачи, где в каком отделе библиотеки они находятся, количество экземпляров и другие. Для этого смотрим вкладки «Библиографическая запись», «Экземпляры» и «Бронирование». Некоторые документы имеют электронную версию, представленную в формате PDF. Для его просмотра открываем вкладку «Электронные версии» и нажимаем на слово «Текст». Идет загрузка и открытие документа. Электронные копии документов доступны для всех категорий пользователей после авторизации. Для защиты прав правообладателей на отдельные документы введены ограничения в просмотре. С этими документами можно ознакомиться только в стенах библиотеки. Найденные документы по запросу можно не только просмотреть, но и сохранить в виде библиографического списка. Для этого необходимо сначала отобрать и отметить нужные документы, поставив галочку в окошке слева от эскиза обложки издания. Затем внизу экрана под списком найденных документов нажать кнопку «Печать записи», где выбрать нужный параметр, что распечатывать, вид записи, сортировка, заголовки. Название «Печать записи» условно и подразумевает также и сохранение списка документов. Далее выбираем формат печати, ставим точку напротив MS Word и нажимаем кнопку «Печать». Сформированный файл загрузится автоматически, либо на экране появится диалоговое окно с предложением открыть или сохранить его в формате RTF. При возникновении вопросов и затруднений, а также нулевом результате поиска, вы можете обратиться к специалистам библиотеки. Непосредственно, придя в библиотеку в 101 кабинет на кафедру дежурного библиографа, позвонить по телефону 230217, добавить 126, написать по электронной почте, либо в теме задать вопрос библиографу в группе библиотеки ВКонтакте, либо в чате на сайте библиотеки.